Здравствуйте, уважаемые эксперты. Меня зовут Егор Шерепов. Я ученик 5 класса. Муниципальное бюджетное учреждение Хоногорская основная общеобразовательная школа имени Сергея Степановича Васильева. Наш доклад называется «Изучение истории школы в целях патриотического воспитания обучающихся». Цель доклада – донести до обучающихся патриотическое воспитание в целях изучения истории школы. Задача – изучить историю школы и историю Сергея Степановича Васильева Барагонского. Формирование интереса к событиям Великой Отечественной войны. Сбор материалов о патриотическом воспитании. Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди обучающихся. В данном случае наша тема актуальна тем, что воспитание гражданственности и патриотизма становится одним из главных направлений в работе с детьми. Обучающиеся изучают историю школы в целях патриотического воспитания. Гипотеза – изучение истории школы в целях патриотического воспитания обучающихся. Объяснение. Хоногорская основная общеобразовательная школа Усть-Салданский улус. Метод исследования. Сбор материалов о истории школы о Великой Отечественной войне. Так как я узнал, что моя школа была церковно-приходская школа, в котором с 1920 году по 1924 года учился Сергей Степанович Васильев Барагонский. Сергей Степанович Васильев Барагонский родился 25 сентября 1907 году в Усть-Салданском улусе, в селе Сотницы, в многодетной семье 8-м ребенком. Первое его произведение – роман Отелло, написанный в 1929 году. Из этого произведения Сергей Васильев стал писателем. С 1900 года Васильев работал в основной школе. В 1944 году был 4 месяца в Первом Корейском фронте. В 1987 году Сотинская неполная средняя школа была названа именем Сергея Степановича Васильева. С 2007 года школа присвоена Хоногорская основная общеобразовательная школа именем Сергея Степановича Васильева. Моя школа – школа поэта, публициста, артиллериста, государственного, общественного деятеля, лауреата премии имени Платона Алексеевича Юнского, богата историей. Одним из главных событий была Великая Отечественная война. В эти тяжелые годы, в 1941-1942 годах, из Усть-Салданского улуса на фронт ушли 1500 человек. Наша школа стала опорным пунктом военного обучения среди населения ближайших наследов района. Самая масштабная отправка на фронт произошла 22 июня 1942 году. В этот день со двора наша школа отправилась на фронт более 700 воинов. Наша школа, чтя историю о войне, чтобы его никто не забыл, и гордился сформировала цель учить детей патриотическому воспитанию, чтобы дети знали, через что прошли наши деды, прадеды. С 22 мая 1970 года, посвященная 75-летию, наша школа проводит 5-дневную всеобуч для учащихся 10 классов Усть-Салданского улуса, где юноши учат полевую жизнь на природе. А также в этом учебном году балладе «Священной Ильме», написанный Сергеем Степановичем Васильевым, исполняется 55 лет. В честь нашего великого человека каждый год проводится лузное военное спортивное соревнование «Священный Ильме». Соревнование обучает патриотическому воспитанию, формирует интерес к событиям Великой Отечественной войны и истории трагедии якутского народа на озере Ильме. Также пропагандирует физическую культуру, спорт, здоровый образ жизни среди обучающихся и популяризирует лыжный и стрелковый спорт. Еще у нас проводятся Васильевские чтения. Инициатором первых улусных Васильевских чтений была отличник СССР Кулаковская Раиса Лясовна. Конкурс проводится на родном селе, где он работал и жил. Дети из разных уголков нашей республики читают стихи, поэмы Сергея Степановича Васильева Барагонского. Стихи Сергея Степановича Васильева учат детей патриотическому воспитанию, патриотизму к родной земле, любовь и уважение к родине. И еще я узнал, что с 1987 года наша школа присвоена имя Сергея Степановича Васильева. И в этом году по инициативе Захарова Светланы Ванифатьевны.
Коллективом школы была открыта музей-дом Сергея Степановича Васильева Барагонского. Музей учит детей патриотическому воспитанию, проводятся разные мероприятия, внеурочные занятия, уроки, экскурсии. С 2015 года есть кружок «Музейное дело». С 2019 года каждый год проводится музейная олимпиада. Таким образом, коллектив школы учит богатую историю, чтобы патриотического воспитания обучающихся, чтобы история не забывалась, а стала традицией и передавалась от поколения к поколению. Спасибо за внимание.